Всем привет! Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. И сегодня мы обсудим новости прошедшей недели. Новость из разряда год единства. Ну вот Путин же объявил 2026 год годом единения, годом единства. Как он говорил, я башкир, я чеченец, я бурят, я якут, я русский. Вот, ну вот из этой области. В Нижнем Бестяхе дети, боксеры, они ехали с соревнований из Якутска, и на вокзале они оскорбили девочку по национальному признаку. Они показывали ей жесты, узили глаза, да, и называли ее чуркой. С одной стороны, конечно, кто-то скажет, ну, это вот подростки, они ничего не понимают. Но вообще, на самом деле, эта история не про то, что это какая-то подростковая выходка. Это история про то, что страна не является единой, значит, и многонациональной она является, но единой она не является. Практически вся Южная Якутия у нас заселена русскими. Это Алдан, это Ленск, Алданский улус, Ленский улус, Нерюнгринский улус, Мирнинский улус. Да, вот эти все 4 улуса больших, они практически все заселены русскоговорящими. Это промышленный район, там добывается золото. И с середины прошлого века туда начали завозить вахтовиков. И они там, многие приезжали сами, как это раньше называлось, за длинным северным рублем. Там не только этнические русские, там еще этнические украинцы, там этнические белорусы. Вообще, на самом деле, может быть, даже этнических русских там вообще меньше. Но сейчас они все русские. Все русские. Они все по паспорту записаны русские. Мы знаем еще много примеров, когда они отказывались от своих настоящих фамилий. Там сокращали, меняли, добавляли окончания, да, и становились русскими. В паспортах у них, в свидетельствах о рождениях у них у всех записано, что они русские. Это же продолжение той же самой истории, что государство, образующим народом в России, является кто? Русские. Да? А мы кто? Азиаты, саха, эвены, эвенки, все остальные. Мы лица, значит, третьего сорта для них. Вообще это не подростковая история. Это же человек не может сам это придумать. Вот чётко узкоглазый, где он это услышал? Где он это услышал? Где они все это слышат? Они все это слышат у себя в семьях. Посмотрите, вот особенно в последние годы в России вот это вот расовое разделение, да, расовая сегрегация, она очень сильно стала проявляться, особенно в последние годы. Особенно после того, как Россия напала на Украину. Все вот эти вот русская община возродилась, да, вот эти все северный человек, еще какой-то там волк, да, еще кто-то там. В общем, все вот эти вот ультраправые националистические организации. И они работают у нас. Зачем они все собираются? Посмотрите, зайдите на их телеграм-каналы, и они везде пишут: «Мы русские, с нами Бог. Мы живем на собственной земле». Это наша земля, они пишут. Почему мы на своей территории должны подвергаться таким расовым оскорблениям, расовому такому унижению на почве расовой вот этой расовой ненависти? Я в 90-е годы более-менее было свободно, да, в 2000-е годы было более-менее свободно. И то в городе Якутске я в свой адрес слышала: «Понаехала якутня». Но я могла тогда ответить. Ребенок сейчас ответить не может. Вообще никто сейчас ответить не может, да. Почему? Потому что это политика, которая спускается сверху.
Не зря же вот эта русская община разъехалась по всем уголкам страны, по всем национальным практически республикам. В Бурятии есть русская община, в Башкортостане есть русская община, у нас в республике есть русская община. И вот они дают такие вот нарративы, продвигают такие нарративы среди русского населения у нас в республике Саха, ну и в других республиках тоже. Я сейчас говорю о нашей. А дети же, они быстро подхватывают, да. Он же не будет спрашивать: "Ну что такое? Почему мы вот, ходим там с крестами? Почему мы там идем, в церковь? Почему мы там и кто мы? Почему мы русские? Почему с нами Бог?" Он же не будет в этом разбираться. Он услышал, что вот у него на кухне родители говорят: "Да, вот эти чурки узкоглазые, да, якутня понаехала". Он пошел и сказал это девочке, которая отличается, от него разрезом глаз, и цветом кожи, и цветом волос, и которая говорит не так, правильно, не так чисто на русском, как он. Но она вообще не мы вообще не обязаны говорить чисто на русском, да? На русском мы не обязаны говорить чисто и правильно. Это все оттуда идет, и с каждым годом это все усиливается. И государство на это закрывает глаза. Очень сомнительно, что кто-то понесет наказание. Посмотрите, тренер там сидел. Вот на этом видео прекрасно видно, как тренер находится среди этих подростков. Они сидят, значит, напротив друга и показывают, значит, вот так вот. Да? Вот это расовый жест, расистский жест. И тренер ничего на это не говорит. И это не закончится скоро. Это не закончится никогда, пока мы находимся в составе Российской Федерации. Потому что русские, они всегда, у них вот это вот, вы знаете, чувство, вот как я говорила же, да, всегда повторяю, у них вот это чувство богоизбранности, они это впитывают с молоком матери, понимаете? Мы богоизбранный народ, государство образующий. Это наши территории. Это не ваше там суверенное независимое государство. Это не ваша земля. Это наша земля. Потому что называется она Россия. И вот пока мы будем находиться с ними в одном государстве, они так себя и будут вести всегда. Как Бога избранный, государство образующий народ. Нет, я не спорю. Конечно, есть люди, которые адекватно относятся к нам, к Саха, нормально относятся, да. Есть люди, которые все понимают. Есть те, которые учат наш язык, принимают нашу культуру, а, говорят на якутском языке, принимают культуру, участвуют там в разных мероприятиях, в праздниках, да, в наших. Есть такие люди, и их там достаточное количество. Есть те люди, которые просто, даже не зная языка, они просто не принимают вот эту расовую сегрегацию, да, расовую неприязнь. Они этого не понимают. Они со всеми живут нормально. Есть такие люди. Но тех, кто считает себя богоизбранным, их достаточно, их очень много. Вот от таких нам нужно будет людей избавляться. Когда мы обретем независимость, вот такие люди, которые откажутся учить язык, которые откажутся жить и работать во благо Республики Саха и становиться частью политической нации под названием Саха, вот эти люди поедут все в Россию, на материк. Это не угроза, это предупреждение на будущее всем тем, кто считает, что Республика Саха — это Россия. Всем тем, кто считает, что он может жить на нашей территории и плевать нам в лицо. На этой неделе практически незаметной прошла новость, и она очень важная. Это то, что предприятие «Якутцемент» перешло в ведомость Министерства обороны Российской Федерации. Алиш Мамедов заявил, что передача произошла оперативно по решению Росимущества. Непонятно, конечно, чем будет заниматься, что будет производить
Якутцемент сейчас. Вот, но понятно одно, что теперь это стало предприятием, которое будет работать на военную промышленность, ну, то есть на оборонку, да, на российскую. Фактически я могу поздравить якутян. У нас в республике появилось первое предприятие, которое теперь уже вот с этой новости, вот с этого момента становится законной целью вооруженных сил Украины. Чисто вот гипотетически, да, Украина, конечно, может ударить по нашему якутцементу, но давайте скажем, это далеко. Хотя операция «Паутина», да, не так давно, которая была произведена спецслужбами Украины, она показала, что любая цель, в принципе, на любом отдалении от границ с Украиной, она может быть ими реализована. Тем не менее, мне кажется, очень маловероятно, что украинцы будут где-то искать предприятие «Якутцемент» для того, чтобы поразить его. Но и тем не менее, теоретически это возможно. Хуже всего, да, тот факт, что у нас в республике практически не осталось своих собственных предприятий. Ну вот что у нас было? У нас был Сахабулт, который, конечно же, разорился, да. У нас была своя ФАПК Якутия, она тоже разорилась. Что у нас еще было? У нас, ну, много-много предприятий было. Алмазы не наши, золото добывают москвичи, уголь добывают тоже, это вот компания, да, Мичел, они добывают. Якутцемент до определенного времени тоже принадлежал республике, но потом значит, эта компания вошла в холдинг Восток-цемент, да, и тоже практически перестала быть нашей. Ну, теоретически они там еще какие-то налоги, видимо, налоговые отчисления, видимо, делали в республику, в республиканский бюджет. Но теперь получается, что тоже и этого не будет. Что у нас осталось? Вот Саханефтегазбыт одно из немногих предприятий, которое полностью принадлежало республике Саха, но тоже находится сейчас в плачевном состоянии. Посмотрите, что происходит. Значит, все прошлое лето Саханефтегазбыт заправки работали с перебоями. То у них, значит, какие-то там ремонтные работы проводились, да, на предприятии, все время заправки были закрыты. То у них были перебои с программным обеспечением, то они новое устанавливали, то у них там какие-то плановые, значит, технические работы, то у них не работали прием, не могли осуществить через банковские карты, принимали только наличкой, то потом они стали по 10 литров в одни руки отгружать бензину. И все время, начиная с лета, у них такие перебои. Перед Новым годом стала появляться информация о том, что газозаправочные станции на территории Республики Саха, уже несколько их, закрываются с 1 февраля. В Нерюнгри одна АЗС, в Алёкминске одна АЗС и, по-моему, в Нюрбе. В Нюрбе и рядом с городом в Актёмцах. Вот эти 4 заправочные станции, они закрываются. Спасибо, вот новость появилась, что в Алёкминском Улус-Нефтяне они хотели закрыть, но вот сказали, что мы закрывать не будем, поскольку жители они очень просили, они прямо так новость эту подали, что вот жители просили, и мы пошли им, значит, навстречу, и закрывать заправку у них не будем. Просто мы ее модернизируем, перенесем в более там какое-то удобное место. Спасибо вам большое. Поклон вам до земли, должны сказать жители Тяни, что вы их пожалели и заправку у них не закрыли. Вот, ну, вообще большая, большая проблема. И теперь Якутцемент передается в ведомство Министерства обороны. Очень и очень печальная новость. У нас практически не осталось, еще раз повторю, своих собственных предприятий, которые бы полностью принадлежали Республике Саха и полностью работали бы на благо республики, на благо ее жителей. К большому-большому сожалению. Еще одна новость, которая связана тоже с одним из крупнейших предприятий, с Ростелекомом. На днях был задержан генеральный директор Ростелекома Войтыховский.
Суть, коротко я скажу, в том, что Ростелеком потребовал у Арктик Телекома приема работ, которые не были выполнены. Ну, то есть задним числом примите у нас работы, да, или наоборот авансом у нас примите работы, иначе мы вам, значит, перестанем поставлять интернет-связь. В общем, Arctic Capital сказал: "Не будем мы у вас ничего принимать, да, ни по каким там, ни по каким вашим схемам". Ростелеком, значит, очень сильно обиделся и, в общем, вырубил им, интернет. Я думаю, что Ростелеком вообще на самом деле и велосипед не изобрел. Я не думаю, что это был план, Войтыховского. Вот давайте сделаем так и так. В общем, а если они не согласятся подписать вот эти наши бумаги с приемом невыполненных работ, да, по факту невыполненных, то мы им перекроем, значит, весь интернет. Он не сам изобрел этот велосипед. Либо он это уже делал, либо он возомнил себя вот таким вот очень значимым, значит, игроком на этом поле, на этом информационном поле якутском, да, что он возомнил, ну, как бы возомнил себя значимым игроком и подумал о том, что он на самом деле может такое сделать. Вот я могу тебе вырубить интернет, и ты будешь сидеть вообще без связи. А почему он так думает? Ну, они же, это же, значит, очень важные люди. А потом посмотрите, у них же в их кабинетах, рядом буквально совсем, вот сидят такие люди в погонах, да, из структур, значит, правоохранительных, ФСБ, сидят и там на рычаги, значит, давят. Вот тут выключу, тут включу, тут замедлю, а тут вообще, значит, к чертям собачьим все полетит. Запрещу, да. И вот они, может быть, себя тоже возомнили вот такими небожителями, которым все можно. Вот. Потом посмотрите, как они там засуетились, да. Говорят, на Авито появилось объявление о продаже, здания Ростелекома. Они, видимо, за 360 миллионов рублей в центре Якутска. И они, видимо, решили вот этими деньгами. Кстати, цена-то, извините меня, 360 миллионов — это, не очень и много. Какая-то бросовая вообще цена, да, за здание в центре Якутска. Они, видимо, вот это решили быстренько его продать и вот этими 360 миллионов, значит, закрыть дыру. Вот, но у них не получилось. Арктик Телеком, кстати, тоже государственная компания, как и Ростелеком, они, значит, тоже сказали: а мы, значит, тут не лыком шиты, да, мы на вас вообще в суд подадим. Вот, и подали в суд. Почему я говорю, что он не изобрел велосипед, Войтыховский, ну и вообще Ростелеком, и, скорее всего, проделывал такие вещи? Ну, потому что, ну, как вам сказать-то, ты, когда ты вот такие вещи делаешь, да, такое давление, да, производишь на кого-то, и ты же не просто так это делаешь. Ты же должен понимать, что ты будешь безнаказан, никто тебя за это не накажет. Ты, наверное, уже делал, да, вот такие вещи. А как они? Разве они происходят? Разве можно вырубить целому там региону, недопоставить интернет только одним своим желанием? Нет, скорее всего, об этом знали все. Как это вообще работает, да? Ну, вот Айсен ему говорит: "Ну вот ну, как бы не Айсен говорит, да, а, скажем, схема такая, она рабочая, она всегда рабочая. Вот когда ты получаешь большие деньги, большой заказ, значит, от государства, тебе приходят деньги, и ты должен на эти деньги там поставлять интернет сюда, туда, туда, ну, по договоренности, да. Но какая-то часть, наверное, там не менее 30%, она уже сразу же заложена в сумму, да, она уходит, значит, в определенные кабинеты. Она уходит в определенные кабинеты. И иногда бывает так, что когда вот она все время уходит вот в эти кабинеты, да, кто тебе вот эти вот разрешения дает, кто тебе позволяет заключать договора с теми же самыми арктическими улусами. Потому что ты можешь не поставлять туда интернет, туда можно частника завести. У нас есть частные компании, которые поставляют интернет. Вот. Но поскольку с тобой заключают договор, именно с тобой, да, то ты должен поделиться, какую-то часть должен отдать. Вот. И когда вот так много отдаешь, 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 в какой-то момент получается, что у тебя дыра, тебе не хватает этих денег.
понимаешь? И тебе приходится идти вот на такие силовые методы. Может быть, там Айсен говорил, ну вот, давай ты им вот так скажи, или, может быть, не Айсен, может быть, они сами так договорились, да. Ты, значит, попроси их по-хорошему, пусть договорись с ними, пусть они тебе подпишут бумаги, а мы потом решим. Мы потом все это вот решим. Вот. Ну, в этот раз не прокатило. Видимо, в другие разы прокатывал, а в этот раз нет. Вот. Ну, для тех, кто работает вообще в этой структуре, убрать менеджера такой вот крупной компании тоже на руку. Тоже на руку. Может быть, они бы и не хотели, да, но поскольку такой случай предоставился, сейчас посмотрим, кого они поставят. Вот. Я думаю, что не менее ушлого чиновника, не менее ушлого человека, значит, не менее лояльного человека, да, человек, который тоже знает, как вообще все это работает. Вот. Ну, может быть, кому-то было просто выгодно его убрать. Какая-нибудь там рокировочка произошла. Самое плохое вот в этом во всем, вот все вот эти вот, даже вот Габышевых задержали, да, вот это Адгезия и Союз строителей. Вот эти два брата, да. Один, говорят, убежал. Самое вот плохое в таких вот ситуациях, это то, что вот эти люди, которые попадают под подозрение, которые становятся там арестантами, да, или, значит, проходят по уголовным делам, самое главное, что самое плохое, что они молчат. Вот если бы они вот в тот момент, когда их арестовывали, задерживали, предъявляли им какие-то обвинения, вообще вся система же на коррупции построена. А их как раз вот за эту коррупцию и сажают. Вообще удивительно же, да? Они же должны удивляться, обижаться, там расстраиваться и говорить, ну как же так? Мы же встроены в вашу систему, мы же плоть от плоти вы. Мы же плоть от плоти этой системы, это же система, да, почему вы нас сажаете? И вот взял бы какой-нибудь из них, или все, еще лучше было бы, да, взял бы и сказал, ах, вы так? Тогда я вот все расскажу. Я все расскажу. Кому я заносил, сколько заносил, как эти схемы работают, да. Ну, конечно же, это только мечты, потому что если кто-нибудь, ну, мы же понимаем, да, если кто-нибудь из них начнет говорить, то он неожиданно завтра захочет покончить жизнь самоубийством где-нибудь в камере, да, тихо, ночью, пока никто не видит. Вот, поэтому, конечно же, они не говорят, и это только мечты. Только мечты. А, Закон не работает, понимаете, закон не работает. Если бы работал закон, вот да, такие люди, они бы, конечно же, если бы не было коррупции. Если бы работал закон, не было бы коррупции. В общем, так, да? Сама запуталась, прошу прощения. Если бы работал закон, не было бы коррупции и вообще не было бы таких случаев. Люди бы боялись этого закона, люди бы боялись вообще сидеть там какие-то большие сроки по экономическим преступлениям. Обычно по экономическим преступлениям закон бывает жесток, жесткий, скажем так, да, он достаточно жестко к таким людям относится в нормальных правовых государствах. У нас, конечно же, нет. У нас система работает выборочно. Кого ей не нужно, того она и спихивает. Вот. Ну, будем следить за развитием событий, посмотрим, что будет там дальше. Очень-очень интересно. Может быть, там передел, правда, рынка идет. Ну, посмотрим, интересно. Еще одна новость произошла. Она, кстати, тоже говорит о том, что вот с этой системой вообще невозможно бороться, потому что в ней нет закона. Закон в ней не работает. Есть некий блогер Погодин, который не так давно, недели 2 назад, он снял видео о доме 121 по улице Чайковского в Якутске. Это вот такой двухэтажный барак, там середины прошлого века постройки. И он где-то вот на одном из сайтов нашел информацию о том, что в этом доме в 2021 году проводился капитальный ремонт. Но у нас же практически все многоквартирные дома находятся вот в этой системе капремонта, да. Люди, там жильцы с этих многоквартирных домов сдают деньги, и вот, в общем, в какой-то момент у них должен проводиться капитальный ремонт.
Ну, этот Погодин, он нашел сайт некий, на котором была отображена информация о том, что в этом доме по улице Чайковского, 121, номер дома, да, в 2021 году проводился капитальный ремонт. Ну вот он подошел туда, к этому дому, и говорит, ну какой же капитальный ремонт? Ну вот вы посмотрите, вот эта канализация, она течет прямо под дом. Вот этот барак, он весь уже сгнил, он весь уже там проваливается под землю. Какой капремонт? А что вы тут вообще нам врете? Это видео было достаточно популярным, оно разлетелось по соцсетям, в Телеграм я видела это видео, в Инстаграм это видео, по-моему, тоже набрало много лайков и комментариев. И, значит, вот на днях Погодин снял очередное видео с извинениями. Он извинился, он сказал, что вот сайт, оказывается, был не тот, это был не государственный сайт, а какой-то, в общем, частный сайт, в котором они там непонятно как собирали информацию, на самом деле это неправда. И вот на меня вышли, значит, Следственный комитет, заинтересовался этой информацией. Они на меня вышли, и вот, значит, я приношу извинения. Посмотрите, кстати, вот это видео сейчас. Он выглядит там как побитая собака. Ну вот, честно говоря, жалко мне его. Посмотрите его. Это видео, чтобы признать ошибку, которую допустил в ролике о капремонте в аварийном доме на улице Чайковского. В прошлом ролике, ссылаясь на информацию сайта Дом ЖКХ, где было указано, что в аварийном доме на этой улице на Чайковского проводился капитальный ремонт в 2021 и 2022 году. Я осветил проблему дома и показал, что ничего не делалось. И, конечно, предположил, что на этом кто-то где-то, возможно, наварился. Я был неправ. Как оказалось, этим роликом заинтересовался Следственный комитет, и они, соответственно, провели проверку. Я сам обалдел. Полагался на информацию сайта Дом ЖКХ, ссылку я добавлю. И сайт оказался не официальным сайтом, как я подумал, а информационным. И информация на нем, как оказалось, не вся достоверная. На самом деле сайт очень похож на государственный, и я принял эту информацию, реально я принял эту информацию как достоверную. И слишком эмоционально подал эту информацию. На данный момент, видимо, как-то это дошло до туда, до этого сайта, для модераторов этого сайта, и эта информация, она с этого сайта уже удалена. Сегодня вот посмотрел. Хочу извиниться перед фондом капитального ремонта республики, на который мой ролик повлиял негативно. Ошибочный пост я этот удалил, дабы он не продолжал распространяться. Спасибо за понимание. Надеюсь, поймут меня люди. Приходится учиться на своих ошибках. И хочу еще сказать отдельное спасибо тем нескольким людям, которые все-таки пытались в комментариях мне сказать, что информация, которую я использую, неверна. Не знаю, почему-то я их не послушал. Почему-то я был уверен, что ту информацию, которую я получил, правильная. Вам его жалко? Вот мне, честно говоря, его жалко. Вот правда жалко, да? Вообще вот эта практика извинений на камеру, вот что-то ты сказал не то, что-то ты сделал не то, и вот ты все время, и вот человек все время извиняется. Ну, разные люди извиняются за разные вещи, да? Это звучало очень массово, кстати, в десятые годы, в начале десятых годов было у нас в республике. По-моему, да, это даже началось, все вот эти извинения на камеру,
начинались с нашей республики. Все время вот эти вот национальные организации, типа Иннокентия Макарова, они ловили каких-нибудь там, то таджиков поймают, то кыргызов поймают, вот, которые там, то армян поймают, которые девушек наших обижают, и все заставляли их извиняться на камеру. Очень много было таких видео, когда вот все время мужики стояли, извини, простите меня, весь якутский народ, говорили они. Нам всем тогда было смешно. А потом я видела, что это началось массово в Чечне. Все начали приносить извинения Рамзану Кадырову. Вот за разные тоже там. Вот я назвала Рамзана не так. Вот. В общем, прости меня, Рамзан, я так больше делать не буду. Ну, в общем, это все перенеслось в Чечню. Они переняли наш опыт, да. А потом это вот, значит, стало массово и по России. Тоже в России массово там все извиняются, особенно после начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Вот. И вот этот вот Погодин тоже вот начал извиняться. Я прошу прощения. Я был неправ. Но на самом деле-то, вот понимаете, вот у меня было такое ощущение, что человека лишили достоинства. И вот он поэтому, вот, бедный и несчастный, оказался неправ. Но, с одной стороны, понятно, невозможно одному человеку бороться с целой системой. Я к Погодину сейчас обращаюсь. Вот ты посмотри, в каком государстве ты живешь. Право не работает, закон не работает. Дом давным-давно признан аварийным. Ты же был прав в этом отношении. Ну, он же был прав, да, скажите, зрители. Он был прав в том отношении, что дом давным-давно признан аварийным. И в нем до сих пор живут люди. Он же об этом говорил, а не только о капремонте. Если бы мы жили в правовом государстве, подали бы на него в суд. То предприятие, например, да, те люди, которые занимаются как раз-таки сбором, капремонтом и сбором средств на капремонт. И вот он не прав, и они бы подали на него в суд. И он бы там какой-то штраф бы оплатил. Но у него-то было бы право пойти в этот дом. Кстати, у него, наверное, и сейчас есть такое право. Вот пойти к жильцам этого дома, взять у них квитки, что они там оплачивают, и посмотреть на самом деле, есть ли у них там вот эта строчка за капремонт. Окей, ладно, этой строчки нет, я согласен, я не прав, я заплачу штраф. Но не извиняться, не извиняться. И дальше пойти, да? Вот, а что, за что платит житель вот этого дома аварийного? За что он платит? И что ему из того, за что он платит, какие услуги ему предоставляются? Вывозится ли мусор? В порядке ли, исправна ли канализация? Хорошо ли подается вода? Да, горячая, холодная? Есть ли у него постоянное теплоснабжение? Да? Вот, и посмотреть, насколько, значит, управляющая компания или кто у них там работает, выполняет свои услуги, исполняет вообще то, что ему нужно исполнять по отношению к этому дому. А потом можно пойти дальше. Вот смотрите, это жилье признано аварийным 5 лет назад. Почему за 5 лет никто этих жильцов из этого аварийного дома никуда не переселил? Работает же программа по переселению из аварийного жилья. Работает. Путин вам еще 20 лет назад сказал, хватит людям нашим жить в бараках. Давайте-ка из бараков в нормальное благоустроенное жилье переселяйте. Почему не переселили? Ну нет. Почему он так не сделал? Почему он так не сделал? Он, может быть, не захотел просто дальше продолжать этот спор, да, с государством. Потому что, ну, я понимаю, да, на самом деле очень сложно одному бороться с государством. Если даже там ты один блогер, второй, третий, все равно очень сложно бороться. Но можно было бы взять всех жителей этого аварийного дома и вместе написать коллективную жалобу. Вот, чтобы проверили работу, во-первых, управляющей компании, насколько они предоставляют услуги, да, адекватные. Вот. И во-вторых, на правительство, почему они до сих пор не переселили этот дом, этих жильцов, то есть, да, из этого дома аварийного в нормальное жилье.
Нет. Вот это вот, знаете, право не работает, закон не работает. А, И человек понимает, что закон не работает, мне лучше извиниться. Это будет спокойно, все от меня отстанут, в общем, никто на меня никаких жалоб писать не будет. Вот эта судебная тяжба тоже людям не хочется, понятно. Но это не правовое государство. В правовом государстве, в нормальном демократическом, все работает по закону. Если ты не прав, будь добр, идем в суд разбираться. Человек говорит, окей, я не прав, я иду в суд, я выплачиваю. Вот. А здесь лишение достоинства, давление, да, это излюбленный пример, излюбленный прием наших властей. И якутских, и российских. Ну и как элемент тоже устрашения. Не дай бог не извинишься, пойдешь в тюрьму, ну ладно, не в тюрьму, пойдешь в суд, а из суда пойдешь на СВО. Тоже же, да, есть такой шанс. Следующая новость о том, как будут, значит, как будет проходить процедура избрания главы города. Депутаты Якутской городской думы одобрили изменения в регламент, которые касаются вот как раз-таки этой процедуры. Теперь для избрания кандидата будет достаточно получить большинство голосов от числа присутствующих на сессии депутатов. Выбранным будет считаться тот кандидат, который набрал наибольшее количество голосов среди тех, кого представит глава Республики Саха. Выборы пройдут в один тур в открытой форме. Ну, то есть, получается, избиратель у нас, выбирать мэра Якутска у нас будет теперь глава республики Айсен Николаев. Вот кого он захочет выбрать, тот и будет мэром. Все, все закончилось уже. Не будет больше выборов, никаких выборов мэров городов или там глав поселений. Все, не будет. Теперь всех их будет назначать один человек. Один человек, Айсен Николаев. Это получается, что Айсен будет назначать выгодных себе людей. Тех людей, которые будут действовать безоговорочно, вообще без всяких вопросов, по указке Айсен. Вот он 3 человек своих поставит, и из этих 3 депутаты должны будут выбрать одного. Ну, один-то это будет что один, что два. Значит, 3 молодца на одно лицо, да, как говорится, да? Вот когда путинский режим рухнет, куда они-то будут деваться? Куда они будут деваться? Как они людям в глаза будут смотреть? Эти люди Айсена. Или что, они думают, что они бессмертные? Айсен тоже думает, что он бессмертный? Или они думают, что Путин бессмертный, режим бессмертный, не рухнет никогда? Очень зря они так думают. Режим рухнет, и в одночасье рухнет. Самая темная ночь бывает перед рассветом. Ребята, не впадаем в уныние. Все будет хорошо. Все равно правда будет на нашей стороне. Все равно победа будет за нами. Еще одна новость. Все-таки значит, коммунисты победили по делу о площади Ленина в суде первой инстанции. Но это был только суд первой инстанции, потом будет Верховный суд, потом, может быть, будет суд еще, который где там в Читинской области или в Иркутске, вот еще какая-то там 4-я инстанция, 3-я инстанция. Этих инстанций очень много, и судиться можно долго. Так что, я думаю, мы еще посмотрим. Дело о переименовании площади Ленина, вот этой половины, в площадь Республики Саха. Вот, я читаю комментарии, люди тоже обсуждают и говорят, зачем вообще вот эти СРГ, у нас всегда были деревянные иконовязи, да, по нашим традициям. В общем, а тут стеклянные, что это за стекляшки, и вообще это все некрасиво, и зачем вы этим занимаетесь в такое сложное время? Вообще то, что половина площади была переименована в площадь республики, это было классное решение,
только потому, что у нас нет ни одной площади, которая бы символизировала нашу республику. Вообще нет никакой достопримечательности, которая бы говорила о том, что вот это вот республика. Да, потом у нас нет вот недавно появился только памятник Тыгыну Дархану, да, до этого не было никаких памятников якутским героям национальным, не было. А тут вот впервые появилось что-то, что-то, чтобы символизировало республику Саха. И все это подверглось критике. Такой страшной критике, что аж сам Зюганов пригрозил Айсенсу Николаеву тем, что его снимут с должности. Губернатора погонят поганой метлой за то, что посмел переименовать половинку площади Ленина в площадь республики. Ну как так-то? От Ленина отрезал, значит, кусок. Кусок Ленина отрезал. Отрезал кусок Ленина. Непорядок, непорядок, так нельзя. Айсена я терпеть не могу. Но вот это решение о том, что у республики должна быть своя площадь, оно, я думаю, было правильным. А оно классное. Ну и что там стекляшки стоят? Ну, по большому счету. Ну и что они стеклянные, эти СРГ? Они же символичные. Это не настоящий коновязи. Это символ, да? Символ нашей республики. Символ семьи. Символ благополучия, да? Что у нас вот коновязи символизирует? Я, конечно, не думаю, что Айсена Николаева погонят. Да вообще не думаю, что Айсена Николаева погонят поганой метлой с его места. Он очень удобный для российских властей. Но коммунисты все равно будут пытаться... Вот эта вот партия, которая давным-давно себя изжила уже. Это давным-давно нужно было запретить, все закрыть. Все эти флаги красные к чертям порвать, выкинуть, да. Все вот эти коммунистические символы нужно было все уничтожить и принять какой-нибудь коммунистический какую-нибудь декоммунизацию привести, вот как это называется, да, в народе. Вот это давным-давно нужно было сделать, в 90-е годы еще. Но они побоялись. Так же, как они побоялись провести люстрацию. Вот. И поэтому вот все это будет тянуться. И пока вот самый главный упырь 20 века лежит на Красной площади у них, да, у русских, вот вот эта страна и будет вот такая вампирская и очень кровожадная, проклятая страна. Ничего хорошего в ней не будет. Пока вот эта мумия, самая главная, лежит у них на самой главной площади. Отвратительно. Отвратительно. Вот, ну посмотрим, чё. Все вот эти вот события, все эти новости, которые пришли на этой неделе, они такие продолжительные. Они не законченные. Так что будет интересно понаблюдать и посмотреть, чем все это закончится. Вот. И будет повод как раз-таки еще раз на эту тему поговорить. На этом у меня все. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч!